Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Ананьева. Здравствуйте. На календаре понедельник, 25 декабря. Новогодние подарки от юных новочебоксарцев получили сверстники Дмитровской школы Бердянского района Запорожской области. Тетради, ручки, пеналы, рюкзаки, фломастеры, сладости и многое другое. Всего 110 коробок собрали новочебоксарские школьники, чтобы поддержать своих ровесников из сельской школы Запорожья. Напомню, доставку груза организовал фонд «Перле». Помимо ученических принадлежностей, школьники Запорожской области получили добрые письма, а также мягкие игрушки. От лица учеников Дмитровской школы хотим поблагодарить наших друзей, учеников школ, воспитанников лицеев города Новочебоксарск, их учителей и наставников за такой чудесный подарок в преддверии Нового года. Спасибо вам, милые друзья, за дорогие сердцу подарки. В деревне Верхние Очаки Ядринского округа открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, уже 16-й, построенный в рамках программы модернизации здравоохранения. В этой деревне проживают 500 человек, много пожилых. До Ядринской больницы 15 километров, и новый медпункт здесь крайне необходим. Фельдшер и прежде принимала деревенских пациентов, но в неприспособленном помещении, в здании сельского правления. Сейчас условия соответствуют современным стандартам. Здесь можно проводить медосмотры, брать анализы, выполнять назначенные врачом процедуры. С участковым терапевтом можно проконсультироваться в режиме видеосвязи. В деревенском медпункте есть вся необходимая оргтехника. Проведен высокоскоростной интернет. Выставка «Две страны. Верность традициям» начала свою работу в Чебоксарах. Около 50 произведений, рассказывающих об уникальности культур народов, разделенных огромными расстояниями, представлены в Чувашском художественном музее. Редкие образцы батика, ручная роспись по ткани, а также картины выдающихся художников Индонезии и Чувашии. Экспозиция объединяет разные культуры. Жители республики могут увидеть оригинальные и самобытные произведения искусства. Выставка работает до 7 января следующего года. Она доступна по Пушкинской карте. В преддверии самого главного и долгожданного зимнего праздника в национальном парке Чуваш-Вармани организовали «Эко-Новый год». Он прошел уже в 15-й раз в рамках природоохранной акции «Бросьте елочки. Спасательный круг». Сказочные новогодние герои, задорные музыкальные композиции не давали замерзнуть. Они поднимали настроение прохожим, пробуждали радостное ощущение праздника у участников. Главным событием стала выставка. Основные экспонаты – пушистые красавицы, новогодние ели, изготовленные участниками творческого конкурса. Вниманию юных посетителей было представлено более 500 уникальных работ. Авторы оригинальных творений – люди разных возрастов. Однако самые активные из них – дети. Полюбоваться рукотворными авторскими елочками можно будет до 14 января. Таковы вести к этому часу. Желаю вам отличного настроения. Оставайтесь на телеканале «Россия».